Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. И сегодня в выпуске. С 15 января некоторые водители маршрутных такси самовольно повысили цены за проезд на 70%. Бесконтрольное использование оружия привело к трагическим последствиям в стране. Общество обеспокоено случившимся. Мастер спорта международного класса Харитон Агарба стал вторым среди лучших боксеров по версии Всемирной боксерской ассоциации. Сухумский городской суд избрал в отношении Аслана Доче меру пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, 11 января в кафе «Бисквит» в городе Сухум в ходе конфликта произошла перестрелка, в результате которой погибли 3 граждан. В тот же день подозреваемый Аслан Доче был задержан, и прокуратура города Сухум возбудила в его отношении уголовное дело по факту убийства 2 или более лиц, совершенное общеопасным способом, а также за незаконное ношение оружия. Инцидент в кафе «Бисквит», где обычно отдыхают женщины с детьми, вызвал широкий резонанс среди местных жителей. Люди задаются вопросом, как противостоять таким процессам и что делать, чтобы не допустить такого впредь. Репортаж Гугуцы Вартания. Убийство депутата парламента Вахтанга Голландзе 19 декабря потрясло всю Абхазию. Не успела страна оправиться от этого страшного события. Случилась еще одна трагедия. Убиты 3 гражданина Абхазии. Так, менее чем за месяц в республике погибли 4 абхаза. Подозреваемого в убийстве 3 человек Аслана Доче суд заключил под стражу. Подозреваемый в убийстве депутата Вахтанга Голландзе Адгур Харазия в розыске. На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению его местонахождения. Принцип синергетики, где общество может впасть в хаос, и из хаоса затем, значит, в порядок. Все постсоветские республики впали в хаос. Многие вышли уже. А мы в этом хаосе находимся. Плюс к этому война. После войны очередной хаос. Мы впали и никак не можем выйти, ибо, значит, мы подчинились законам хаоса. И голову ее уродуги состуги хагузем. Тачком имезр. Тачком угазру. Уйду пха хагузем. Тукшно ава кала иршату шакала. Уросас дхаво пурца дхаёб суизов ари хагузрубста. Испокон веков абхазы традиционно носили с собой оружие и никогда не применяли его без надобности. Отношение к этому всегда было строгим, трепетным, аккуратным. Нельзя было показывать оружие, а культуру его использования наши предки вырабатывали веками. Однако со временем ситуация изменилась, и это привело к трагическим последствиям. Абджарзмо, абджарнухузго, яха урухопшир, ялачербот. Абрах яхрывцоги и цицрах, они удербо сейчас qarzot, я цачербо юкуп, и рызтада. Я данрклет, абджар ахимаз захун данрклет, ашқатсым акатсым. Зур таркит ашахахом абрах арашукса, хошуксамо абджар законла и умамко анух гаразахан. Хошукса иртаро. Зур таркит ашахахома. Я тоже есть оружие. Но я зарегистрировал. Надо эти оружия регистрировать. А тот, кто незаконно приобрел оружие после войны, не воевал, отбирать и все, больше ничего не надо. Нельзя самоуправством заниматься, решать судьбу человека, как можно убивать людей. Оба трагических случая произошли днем в общественных местах, в стенах государственного учреждения и в одном из столичных кафе, где жертв могло быть больше, ведь на этот момент в заведении было немало людей. Закон аус авазер аса ипшала зақавадзомыз вахахома ацак харгудсо адзум юджам хюкам уюза апсна ас Алаша змамыз усынаха иқалайт ишпа избанзар абри хыда ахыря амадзам айчка арақазам абри обзаг зохто абджир рухнаха уи абджир апсуа зигир мухрияшзам
Абрез абжирзмо итеуни мзроп абра акрагела чакатхзм абас хахайва голая хално уджабас рби момшин стрпши харабжирпшаот уяу зинзе имухруб имумхозр ашхуинцны алнимзат абжирап суимзроп хапту якуйцзроп поту закумцо абжирну грагязинакум сесдрум исшаша апса нуйqodzмсо юза ари псохказуту показ ходсу. Главной национальной идеей для абхазов сегодня является саморазвитие, это раз. Во-вторых, и защита безопасности. Вот две главные формы. Если мы безопасно будем жить, то мы будем развиваться. Вот это должна быть главная идея. Ситуация в стране влияет и на внешний облик республики. Накануне заявление сделала НКА Базин Ставропольского края Абаза. С глубоким сожалением и тревогой мы воспринимаем последние трагические события в Абхазии, связанные с применением огнестрельного оружия. В цивилизованном мире насилие и неоправданные акты агрессии абсолютно недопустимы. Каждое такое происшествие оставляет за собой разрушительные последствия не только для непосредственных жертв, но и для общества в целом. Мы призываем все стороны к диалогу, взаимопониманию и уважению друг к другу. Никакие разногласия не могут оправдать насилие. Вместо этого нам необходимо объединиться, работать над восстановлением доверия и продвижением мира, говорится в заявлении. Убиты граждане Абхазии, а семьи вмиг стали кровными врагами. Общество обеспокоено происходящим и призывает к взаимопониманию и прекращению бесконтрольного использования оружия, приводящего к трагическим последствиям. Гугу Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. С 15 января некоторые водители маршрутных такси самовольно повысили цены на 20 рублей. И сейчас перевозят пассажиров по городу за 50 рублей. Такая мера, по словам владельцев маршруток, оправдана. В ситуации разбиралась Алика Трапш. От общественного транспорта во многом зависит жизнь горожан. Многие планируют свой день в соответствии с графиком работы маршрутных такси, автобусов и троллейбусов. Более 250 маршруток на сегодняшний день занимаются перевозкой пассажиров по городу Сухум. Стоимость проезда составляет 30 рублей. Однако с 15 января некоторые водители повысили цены на 20 рублей и сейчас переводят пассажиров по городу за 50 рублей. Владельцы маршрутных такси, с кем нам удалось пообщаться, уверяют, что стоимость проезда по старой цене экономически невыгодна, не покрывает расходы на топливо и содержание автотранспорта. И потому они самовольно приняли решение о поднятии цен. 50 рублей на сегодняшний день. Мы все так обсудили, так решили, пришли к тому, что уже давно пора поднимать цену. Все прекрасно понимаем, даже буханка хлеба 40 рублей уже стоит. А мы 30 рублей ездим, уже сколько топлива, сколько стоит. Допустим, если наша машина обходилась там, допустим, замена масла 5000, на сегодняшний день он стоит 10 тысяч, столько же добавилось. А мы уже сколько уже так ездим по времени, тоже если так взять. Все мы дружно говорим и все мы дружно решили, что с сегодняшнего дня проезд будет стоить 50 рублей. Также мы детей имеем, семьи имеем, и также помимо меня здесь много кто семьи имеет, и также мучаемся, и также стараемся прокормить и так далее и тому подобное. Стоит отметить, что далеко не все водители подняли цены за перевозку пассажиров. Некоторые по-прежнему водят людей по 30 рублей, так как не поступала официальная информация о повышении тарифов. Мы как можем самовольничать. Это решает диспетчер, директор. А потом дадут нам информацию и все. Скажите, а у вас в планах было вообще повышение тарифов? Вы обсуждали, может, в прошлом году? Были разговоры. Были. В связи с чем необходимо, по вашему мнению, повышать тарифы за транспорт? Ну, с горючей. Только с горючей. Горючее подорожало, да? Ну да. 70, сколько сегодня? 72 или 71. Сами водители маршрутных такси отмечают, что далеко не все пассажиры с пониманием отнеслись к повышению стоимости проезда. Некоторые по-прежнему платят 30 рублей, и их никто не вынуждает платить 50, говорят водители. Многие пассажиры не хотели говорить на камеру, но некоторые в личной беседе отмечали, что резкое повышение цены за проезд ощутимо бьет по карману. Будет очень тяжело для студентов в первую очередь. Но я считаю это тоже неправильным, потому что нету никакого обоснования, чтобы сразу на 20 рублей поднимать. Пускай волнуются те, которые
делают вот это подорожание, что пенсионерам тяжело. Я понимаю подорожание бензина и прочего, но для такого населения маленького пункта, с одного пункта в другой, в такое расстояние маленькое, 50 рублей. И для народа, который получает такие маленькие зарплаты, это накладно. Если бы зарплаты поднимались и как бы на продукцию и на проезд поднималась цена, это уже другой вопрос. Не ощущалось бы так сильно. Но у людей такая маленькая зарплата, и это бьет по карману народа. Маршрутчики сетуют, что в зимнее время они практически простаивают. Так, на маршруте рынок Киласур около 50-60 машин. И каждая машина зимой выполняет всего один рейс, когда летом они выходят на маршрут по 2-3 раза. В прошлом году в столице были увеличены тарифы на проезд в автобусах и троллейбусах. После данного решения должны были рассмотреть и вопрос увеличения тарифов на проезд в маршрутках по межгороду и пригороду. В данный момент прямо сегодня уже идет калькуляция подсчетов, обращения, документальные движения идут. И начинается вопрос рассмотрения именно этого вопроса по перевозкам пассажиров внутригородских, пригородных, междугородных маршрутах с установлением тарифов максимально допустимых. Немножко, да, водители поторопились, но этот вопрос на уровне решения калькуляции находится. Да, чуть-чуть поспешные приняты ими решения, но оно неминуемо было. Таким образом, никакого официального решения об увеличении тарифов за проезд в маршрутных такси нет. Поднятие цен за проезд – самовольное решение перевозчиков. Аля Катрапш, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Повышение тарифов на услуги общественного транспорта является несанкционированным, сообщили в Министерстве энергетики и транспорта. Тарифы на услуги по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом установлены постановлением Кабинета министров Абхазии от 30 ноября 2021 года. И с тех пор изменения в постановлении не вносились, говорится в комментарии министерства. 15 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ в ходе очередного специального рейда. 12 человек управляли автомобилем в алкогольном опьянении. Один водитель управлял автомобилем в наркотическом опьянении без водительского удостоверения. Двое отказались от медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Бачава Ален Даурович, 2002 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении без водительского удостоверения. Гицба Арзади Крушбеевич, 1984 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гаспарян Саркис Сидракович, 1981 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Калейджан Владимир Вагаршакович, 1985 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Аргун Рауль Бесланович, 1990 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Данилян Ашот Леонидович, 1990 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Грицов Константин Николаевич, 1984 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Устян Артем Теймуразович, 2004 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Григорян Виген Самвелович, 1980 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ампар Игорь Рауфович, 1995 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Форостяны Алексей Александрович, 1983 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лакарба Давид Александрович, 1981 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Поповский Альберт Юрьевич, 1985 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хаджимба Одиссей Адикович, 1980 года рождения, житель города Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Инапшиба Аляс Нурбеевич, 1983 года рождения, проживающий в городе Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики.
Харитон Агарба стал вторым среди лучших боксеров по версии Всемирной боксерской ассоциации. Мастер спорта международного класса, профессиональный спортсмен из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России. О новом титуле спортсмена, его достижениях и планах в материале Шазины Ханагуа. Такого в истории абхазского спорта ранее не было. Это знаковое событие не только для профессионального боксера Харитона Агарба, но и всей Абхазии. Именитый спортсмен стал вторым среди лучших боксеров по версии Всемирной боксерской ассоциации. Спортсмен вошел в топ-15 рейтингов в первом полусреднем весе. Обновленные рейтинги бойцов во всех весовых категориях были опубликованы Всемирной боксерской ассоциацией 2 января 2025 года. Событие обрадовало жителей республики и поклонников Харитона Агарба. Ну, российского боксера вы все прекрасно знаете. Представлений особых он не нуждается. Постоянный участник наших трансляций. Ввиду того, что я провел бой за пояс чемпиона мира IBA, где стал чемпионом, этот бой также дал большой толчок и серьезную возможность войти в рейтинг WBA и занять там вторую строчку. Вот. Но мы на этом не останавливаемся и собираемся подниматься еще выше по рейтингу и стать чемпионом мира уже по этой версии, по версии WBA. Бокс любит талантливых и сильных духом, но больше всего он любит по-настоящему преданных людей, таких как Харитон Агарба. Всемирная боксерская ассоциация – старейшая международная ассоциация профессионального бокса, одна из 4 организаций, санкционирующих боксерские поединки мирового уровня, негласно считающаяся второй по престижности. Новая страница в профессиональной карьере Харитона Агарба открывает новые возможности на международной арене. Это дает ему, на самом деле, хороший шанс, хорошие перспективы открываются у него. Это что такое топ боксеров? Это титул чемпиона мира, первый один из поясов, который может его поднять на хороший уровень. Как вы знаете, есть несколько поясов в профессиональном боксе. Вот он сегодня претендент за один из этих поясов, который он будет отстаивать. И я думаю, что это хороший прорыв. Это на самом деле это как бы прорыв в высший легион профессионального бокса. На счету Харитона титулы чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной федерации бокса IBA, чемпиона Карибского региона по версии WBA, континентального чемпиона WBA и чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации. Агарба является двукратным серебряным призером чемпионата в России, а также серебряным призером европейских игр в любительском боксе. Федерация профессионального бокса Абхазии поддерживает Харитона всегда. Мы всегда как бы с ним на связи, мы всегда поддерживаем его и желаем ему успехов, конечно, в 2025 году, чтобы у него этот бой состоялся и чтобы он его выиграл уверенно, достойно и досрочно, желательно, и чтобы он завоевал этот титул, который ему даст в дальнейшем прорыв войти в мир профессионального бокса вот именно с этим результатом. Непобедимый Харитон Агарба – чемпион, один из самых лучших спортсменов мира. Несмотря на количество побед, мало говорит о них и остается скромен. Где бы ни находился спортсмен, он прославляет свою родину. И в Апсны его всегда ждут, любят, болеют и поддерживают. Главная цель Харитона Агарба – завоевать титул чемпиона мира. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 16 января, в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами в конце дня, ближе поздним вечером, дождь разной интенсивности, туман, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 5,10. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.